прямом эфире «Чеченские вести» я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится вторник, 29 июля. Огонь под контролем. Пожаробасный хандон чармелили вы гордин дина хоз мониторит теш патрулировать теш вы лестничий белой бу. Вводится особый противопожарный режим из-за аномальной погоды. Какие правила нужно знать? Крепкий тыл. Лечебные воды курорта, богатые серой, йодом, фтором и магнием, помогают восстановиться после тяжелых стрессов. 7 участников СВО проходит санаторное лечение в курорте Сильноводск-Кавказский. Как получить путевку? Экстремальная гонка. Здесь же мы участвуем с организаторами соревнований, что значительно расширяет кругозор возможностей. Состоялся мотозаезд в дисциплине эндуро. Кто покорил бездорожье? На Харьковском направлении успешно действует отряд операторов БПЛА «Изя» спецназа «Ахмат». Об этом сообщил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. В ходе аэроразведки бойцы детально обследовали каждый подозрительный квадрат на предмет выявления укрытий неонацистов в ВСУ, огневых точек или складов с боеприпасами. Так операторы выявили вражескую технику, по которой сразу же был выпущен дрон «Камикадзе». Точный удар нашей птички лишил их транспорта. Мэр столицы Хасмагомед Кадыров проинспектировал три ключевых участка, где ведутся масштабные дорожные работы. Первым пунктом осмотра стал проспект Ахмата Хаджи Кадырова. Здесь проводится капитальный ремонт, включающий замену асфальтового покрытия, обновление тротуаров и модернизацию инженерных коммуникаций. Далее градоначальник посетил улицу Мира, где меняют канализационный коллектор. Инспекция завершилась на проспекте Владимира Путина. Помимо реконструкции дорожного полотна ведется благоустройство прилегающей территории. Работы выполняются по поручению главы и при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Магистральный расширить теж, чтобы бушисты полосны верду, так как один что дешь, так пути проводу, развязку дайволен, пишите бакте белша, таки дух белша, день города завершить пиргу, вот чохотен сроки цунцы завершить пич, так наган баха удобно. В связи с прогнозируемой жарой с 30 июля вводится особый противопожарный режим. Лесничество усиливает рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением правил пожарной безопасности. Ведется разъяснительная работа с населением, проводятся субботники по очистке территории от сухостоя. Природоохранное ведомство призывает граждан к предельной осторожности и строгому соблюдению всех запретов, действующих в период режима. Репортаж Медины Мударовой. Сухая трава, высокая температура и сильный ветер – идеальные условия для распространения огня. В течение пожароопасного периода на 28 июля существовала угроза возникновения природных пожаров. Было зарегистрировано 248 термоточек. В целях предотвращения перехода возгорания организовано 39 выездов. Важность предупреждения лесных пожаров лучше всего показывает статистика. Именно по вине человека происходит большинство катастроф, а потому необходимо использовать все возможные стратегии для их предупреждения. В Чеченской Республике эта работа налажена. С 30 июля по 30 августа в регионе объявлена 4 и 5 степень пожароопасного периода. В связи с этим по поручению руководителя субъекта Рамзана Кадырова подписан приказ об ограничении пребывания граждан в лесах. Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики предпринимаются меры по предотвращению и ликвидации пожаров, в том числе информационные кампании для повышения осведомленности граждан. Леспожарная техника, выштуешь лесной белой техника, шаешь гланас уж юкнется. Массу внедрительную систему, так передвижение постоянно мониторить еще юг ой хинцер пожароопасный хандон чармелили ой гордин дина хоз мониторить теш патрулировать теш ой лесничий белой бу ханшкол.
Так, более того, к соглашению, например, пограничник шбуж, лемшка, булыкта, буж, цандона, митчаху задымление, хилчи, цана халхего, так церти дон, юг мехтикют, иштона, митчац эял юл мейл дон, сразу хайтурдош. Юг спутниковый мониторинг, из-за дона, любой термоточки дон, любой ялет зафиксирует, что так, в связи с этим, что пока дона слаженно ходолшно. Управлением МЧС России по Чеченской Республике совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами также проводится масштабная работа в жилом секторе. В период действия особого противопожарного режима предупреждения не предусматривается, а штрафные санкции увеличиваются вдвое и составляют для граждан от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 60 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей от 60 до 80 тысяч рублей и для юридических лиц от 400 до 800 тысяч рублей. С начала года на территории региона произошло 1056 пожаров. Из них 606 – горение сухой травы и мусора. Основной причиной остается неосторожное обращение с огнем на открытой территории. Чаще всего проблемы возникают в летний период, когда трава подсыхает и класс пожарной опасности повышается. Самая горячая пора приходится на конец июля, август и сентябрь. В это время приходится ездить на выезды и мониторить ситуацию. Чеченский лесопожарный центр функционирует с 2008 года. Там работает 84 человека. Учреждение также оснащено современной техникой, 63 единицы. Также 4 пожарные машины и 10 малопатрульных комплексов. В зависимости от класса пожарной опасности, если второй класс пожарной опасности, они выходят не менее одного раза на патрулирование с 11 до 17 часов. А при третьем классе пожарной опасности с 10 до 19 часов. И если четвертый класс пожарной опасности с 20 до 20 часов. Лесной фонд республики разбит на 75 маршрутов. На каждом находится штатный пожарный. Дежурят каждый день по 6 человек. Среди них Ахмед Датуев работает уже 12 лет. В этой профессии считает важным оберегать природу, сохранить ее в первозданном виде. В любое время особенно прилегающий латный шут, лесной фонд, мониторинг, когда нет выезда. Пожароопасный период – это время повышенной ответственности, бдительность каждого жителя Чеченской Республики, соблюдение правил безопасности и бережное отношение к природе – залог сохранения красоты и богатства родного края. Идиль Мударова, Магомед Басаев и Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Под солнцем в окружении величественного вершин Кавказского хребта на курорте Сельноводск-Кавказский восстанавливают здоровье семьи участников СВО. Это право предоставляется при наличии медицинских показаний, может быть реализовано не чаще одного раза в год. В здравнице о самочувствии гостей заботятся профильные специалисты, обеспечивая полноценное лечение. Репортаж Лимды Джамалдиновой. Среди минеральных источников в курорте Сельноводск-Кавказский восстанавливаются женщины, которых объединяет боль утраты. 7-й день здесь проходит реабилитацию мать бойца, погибшего на специальной военной операции. Для нее эта поездка стала первым шагом к возвращению к обычной жизни после тяжелого горя. С таким предложением к ней обратились специалисты фонда «Защитники Отечества». Курс лечения рассчитан на 10 дней. В него входят ингаляции с минеральной водой, посещение соляной пещеры, насыщенной гималайской солью. Все процедуры направлены на укрепление здоровья. Санаторий Сельноводск-Кавказский известен своим целебным климатом и внимательным отношением к каждому пациенту. Для них представлены уютные помещения временного пребывания, обставленные всем необходимым. Каждая процедура и лечение продумана до мелочей опытными врачами. Данная пациентка поступила у нас с диагнозом гипертоническая болезнь, также сопутствующих заболеваниям остеохондроз пояснично-крестового отдела. И учитывая, опять же, ее основной диагноз, массаж,
пояснично-крестцового отдела, парафинотерапия. Курорт с более чем вековой историей. Здравница известна своей сероводородной водой, которая относится к редкому виду минералов. Она не имеет прямых аналогов. Ванны с ней расслабляют, нормализуют давление, улучшают сон и снижают тревожность. Это своего рода древняя аптека природы. Лечебные воды курорта, богатые серой, йодом, фтором и магнием, помогают восстановиться после тяжелых стрессов и применяется для лечения травматических состояний. Температура источника достигает 73 градусов Цельсия. Фонд «Защитники Отечества» продолжает оказывать реальную адресную помощь не только участникам СВО, но и семьям погибших бойцов. С начала этого года уволенные участники СВО могут получить санаторно-курортное лечение абсолютно бесплатно в 12 реабилитационных центрах СФР. С начала года у нас более 100 человек уже получили эту услугу. Помимо этого, данной услугой могут воспользоваться и члены семьи погибших участников СВО. Эта работа у нас организована хорошо. Для того, чтобы получить эту услугу, необходимо обратиться в филиал Фонда «Защитники Отечества» по Чеченской Республике. И наши социальные координаторы проконсультируют, помогут собрать все необходимые документы и получить данную услугу. Курорт, окруженный горами, сегодня стал точкой опоры для Амы Магомадовой. Но, как отметили в фонде, программа продолжит оказывать такое внимание всем семьям участников специальной военной операции. Лимда Джамалдинова, Алисхан Кацулов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. С 6 по 10 ноября в Грозном пройдет межнациональный фестиваль традиционного кино «Дахар». Программу мероприятия обсудили на конференции с участием специалистов и ответственных лиц. Организаторы представили все детали событий и ответили на вопросы. Зрители ожидают показы фильмов о культуре и истории народа в России, специальные мероприятия к 80-летию Победы, мастер-классы и творческие встречи с деятелями кино. Фестиваль соберет 250 молодых авторов и станет новой площадкой для развития регионального кинематографа и стимулирования культурного диалога. Мне бы хотелось, чтобы очень много людей приняли в нем участие. И очень хотелось бы, чтобы в их сердцах фестиваль нашел какой-то отклик, который бы не пропал, знаете, как бы растворился после того, как мы проведем, надеюсь, яркое, для всех важное и интересное событие, чтобы все-таки он остался и, может быть, и это одна из главных задач, чтобы этот фестиваль стал органичным для этой земли, для людей, которые проживают на этой. Крутые подъемы, узкие тропы и каменистые участки. Именно такие испытания ждали участников первого этапа Кубка Чеченской Республики по мотоспорту в дисциплине эндуро. Соревнования, посвященные памяти первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Организаторы тщательно подготовили трассы, которые сочетают в себе сложные участки и живописные ландшафты. Кто покорил бездорожье, расскажет Рабиат Гайтиева. Соревнования по дисциплине эндуро собрали около сотни гонщиков со всех уголков региона в живописном селе Бачиюрт Курчулоевского района. Спортсмены вышли на трассу, чтобы побороться за звание лучшего в экстремальной гонки по бездорожью. Мотоспорт для Чеченской Республики не совсем новый, но сейчас это активная фаза его развития, в том числе и с помощью Российского университета спецназа, где мы работаем над развитием, над совершенствованием мотоспорта, а также мы планируем участие в будущих мероприятиях по мотонаправлению. Гонщикам предстояло преодолеть маршрут протяженностью 29 километров, который стал испытанием даже для самых опытных спортсменов. Лесные участки, крутые подъемы, скоростные спуски, водные преграды требовали технического мастерства и физической выносливости. Halmetik şu, atmetik şu, novel, то есть dieren nagruski esmetik şu, вот опыт хли şu, dieren it хлебиш бу.
Соревнования прошли при строгом соблюдении всех норм безопасности. Генеральным спонсором выступил региональный общественный фонд имени Героя России Ахмада Хаджикадырова, а соорганизатором стал Российский университет спецназа имени Владимира Путина. Главная цель мероприятия – развитие технических видов спорта, популяризация активного образа жизни и укрепление патриотических ценностей среди молодежи республики. Я думаю, те, кто за нами следит, знают, что мы уже занимаемся активным развитием мотонаправления в Российском университете спецназа. Здесь же мы участвуем с организаторами соревнований, что значительно расширяет кругозор возможностей нашего учебного центра. Но для нас это не просто спорт. Дело в том, что уже в спецподразделениях данный вид направления активно применяется при выполнении боевых задач. Абсолютным победителем первого этапа стал ведущий инструктор Российского университета спецназа Хункар-Паша Осмаев. Награду Осмаев получил переходящий кубок, который теперь придется защищать на следующих этапах кубка. До конца года в Чеченской Республике запланированы новые этапы соревнований, которые продолжат развитие республики мотоспорта. Участников ждут новые маршруты, а зрителей – зрелищные заезды. Ребят Гайтиева, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Огромный ассортимент, высокое качество и выгодные предложения. Мебельный салон «Делюкс» предлагает кухни, комоды, консоли, спальные гарнитуры и стеллажи из качественных материалов по индивидуальному проекту. В «Делюкс» каждый найдет идеальное решение для создания комфортного и стильного интерьера. Куда обращаться тем, кто ценит комфорт и внимание к деталям, расскажет моя коллега. Что общего между стилем и точной геометрией? Ответ – в каждой линии мебели, которую создают здесь. «Делюкс» – это больше, чем салон. Это мастерская интерьера премиум-класса. Мы работаем только с премиальными материалами. Все материалы проходят строгий контроль качества. Главное для нас, чтобы мебель служила долго и радовала глаз. В салоне представлены десятки фактур, оттенков и материалов от благородного дерева до ультрасовременных глянцевых поверхностей. Каждая деталь подбирается под ваш стиль. Проекты компании словно архитектура в миниатюре. Дизайнеры детально прорабатывают планировку, эргономику и эстетику, чтобы вы увидели свою будущую кухню, гостиную или гардероб еще до начала производства. Здесь каждый клиент – творец своего будущего интерьера, а для удобства действует рассрочка без переплат. Посудомойка, бутылочница, симметрично. Потом мы сопровождаем клиента на всех этапах, от замера до установки. Предлагаем 3D-визуализации и точную проработку всех деталей. В результате получается не просто мебель, а индивидуальный интерьер. Открывшись всего 2 года назад, компания уже завоевала доверие десятки клиентов и зарекомендовала себя как эксперт в создании стильных и долговечных интерьерных решений. Он хуиза захош хау кардон гайта гойте дегума шиш мета ахватуш хакита вяш дик хацаки шмутяки вяш чодик ёкардон. Производственный процесс салона «Делюкс» – это симбиоз технологий и ручной точности, современное оборудование и строгий контроль качества. Каждая деталь на своем месте, от распила до финальной отделки. Используются материалы ведущих европейских брендов – Эггер, Кастаному и Сейрлакс. От классики до современного минимализма здесь создают мебель, которая идеально вписывается в пространство. Каждое изделие изготавливается под заказ с учетом всех пожеланий клиента. Офис салона находится в самом доступном месте на центральной улице Назарбаева города Грозного. Гармония в интерьере начинается с деталей. Один штрих – пространство преображается. Правильный выбор, и дом становится отражением вас. Мебельный салон «Делюкс» – там, где идеи обретают форму, а комфорт – стиль. Лимда Джамалдинова, Магомед Басаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Войныха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.